Ке вадлай сентябрьдес, чи райондес, Колахтин жихаттай, Дагестан республикадин правительство, один делегация Мухманхана. Сифте атай десте республикадин мелиорация дени, дигидацерин Маишахтин, ФГБУ, мин милиоводходин директор, Курбанов Залкип Мехамедович Кай, ваадан заместитель Рикай Ибарахтир. Малум тирвал, алай вахтунда мин милиоводходин чехи дестеди, чи районда Кировский канал дал ведлахай нубахтин ткюр кувунин калахар тамамарзова. Атанвай Мухманар муниципальный райондин Кил Нариман Шамсудинович Абдулмуталибова Кабулна. Гюришта Хагни райондин собраниин председатель Штибек Мехамедханова, Халдин собраниин депутат Хамидуллах Мехамедова, муниципальный райондин Килин Садлай заместитель Латис Аруджева, Дигида Терин Карханадин директор Закир Ибрагимова, Хурин Маишатин отделдин начальник Мехамед Заид Бабаева, муниципальный райондин Килин Кумекчи Мусаиб Ахмедова, общественный советин председатель Алимет Миланова, республика дин в райондин Смирин Викелри Штаракна. Проблем в части мелиорации у нас немало. Вы несколько раз приезжали в район, и благодаря вашей поддержке и помощи многие каналы и головные сооружения, и каналы, и сейчас проводится работа по Елихановскому каналу. Благодаря вашим усилиям многие вопросы в части наведения порядка мелиорации решены. Сейчас, благодаря вашей помощи, это мы хотим отметить, мы обязаны отметить, новый проект по реконструкции второй очереди Кировского канала. Он практически начат, проводится большая работа, Золотарь Иванович. Нам бы хотелось, чтобы вы на месте посмотрели, познакомились с ходом работы. Конечно, этот проект даст толчок для развития агропромышленного сектора не только вот этих сел, которые находятся рядом, но и Корчагской долины. Там будет условно неорошаемые багряные земли свыше 2000-2500 гектаров будут обеспечены поливной водой. Это крупный проект, это благодаря вашей инициативе, вашей поддержке реализовывается. И вот эти проблемы, которые есть по мелиорации, конечно, многие вопросы решены. Мы понимаем скудность бюджета республиканского, мы все это понимаем, но у нас возникает очень много проблем в части обеспечения сельхозтоваропроизводителей водой. За последние годы около 1000 гектаров новых садов, виноградников заложено в районе. Конечно, требуется больше поливной воды. За последние 1,5 месяца у нас, видимо, это природными с этими связано. Дебит воды в речках намного упал. И много проблем у нас возникало по обеспечению наших сельхозтоваропроизводителей. Но тем не менее определенная работа проведена, проводится. Заключены свыше 400 договоров по линии УОС, нашей территориальной службы, вашей службы. Проводится работа по исполнению этих договоров. Люди готовы платить за воду, но им нужны гарантии, им нужен такой государственный подход к этой проблеме. Не просто так договор подписываем, но нет воды и не можем обеспечить водой. Никто за что не отвечает. И мы получаем многочисленные жалобы, обращения от жителей, которые оплатили, которые заключили договора, но мы не смогли обеспечить их водой. Есть такие вопросы тоже. Многие проекты обеспечены водой. Некоторые сады были под угрозой высыхания, но вашей помощью мы обращались к вам, вы взяли эти вопросы на контроль. Многие вопросы, многие проблемы нам удалось снять. Ну вот по организации вот такого подхода к этой проблеме у нас, конечно, какие-то проблемы есть, и наши есть упущения, и упущения нашего ООС. Вот на эти вопросы, они все взаимосвязаны, конечно, нам нужно обратить внимание, и поэтому ваш приезд, я думаю, не случайен. Помимо ознакомления с крупным проектом, многомасштабным, многоплановым проектом по реконструкции второй очереди, но есть и такие частные проблемы, которые мы хотели поставить перед вами, перед руководством КГУ Минмелиорхоз. В общем, вот такая картина, Золотарь Иванович. Спасибо, Нариман Шамсудинович. Всегда приезжаешь в Махальский район, мы на самом деле испытываем такую
ответственно, что ли. Мы в любой район уезжаем, но мы на этот раз приезд, конечно, мы приурочили к концу поливного сезона, выслушать все проблемные моменты, которые были, недоработки нашего подразделения в Сулейман-Старском районе, да, и приурочили приезд к началу реконструкции второй очереди Кировского канала, Кировского канала. Да, мы все вот эти рабочие моменты, которые возникали у нас в ходе работы, это, я считаю, рабочие моменты, и без таких взаимных тесных общений и разговоров у нас решения быть не может. Если мы не знаем, где какая проблема есть, мы не можем его решить. Поэтому вам большое спасибо, что вы оперативно реагировали, оперативно нас извещали. Есть у нас тоже свои замечания к нашей структуре. Но в общем и целом я считаю, что поливной сезон прошел неплохо, относительно неплохо, учитывая и дебет воды в источниках, и другие проблемные моменты, которые не зависели от нас. Мы в этом году, вы сами свидетели, злосчастный такой, я извиняюсь за термин такой, да, Герехановский канал, который столько лет мы обсуждали, да, куда только мы не обращались, помним же? Да. Мы сегодня эту проблему сняли. Потихоньку вот такие проблемные участки будем снимать, и результат какой-то будет, естественно, сразу, и все сделать у нас, при всем нашем желании, вы уже здесь сказали, что республиканский бюджет ограничен, но у нас есть возможность просить и убеждать федеральный бюджет, и нам поддержку оказывать, поэтому благодаря той поддержке, которую оказывает и республика, и федеральный центр, мы можем эти работы проводить. И тот момент, который вы говорите, с учетом тех наших упущений, где, да, единичные случаи, может, и есть, которые мы не смогли оперативно сработать. Я опять-таки хочу сказать, что это были такие причины, на которые мы не могли воздействовать, но с учетом тех упущений, которые мы допустили в этом году, на следующий год, я думаю, у нас будут хорошие намерения, и более того, вот тот объект, который мы сейчас начали реконструкцию, эти масштабные работы, наверное, дадут свой результат, будем надеяться на это тоже. С учетом всех этих работ мы определенные выводы сделаем и будем готовиться к следующему году. Потому что, я еще раз хочу отметить, что приезд в Сулейман-Старский район это для нас особый, и мы всегда в тесном контакте, на любых площадках, любые проекты совместные, где мы можем поддержать, поставить плечо друг другу, мы всегда это делаем и помогаем, поэтому мы всегда рады открытому диалогу и разговору. Единственная тема для обсуждения то, что наша структура здесь на месте, мы будем контролировать исполнение договорных обязательств, чтобы заключали договора, а вы уже, надеюсь, уже ввели практику подписания соглашения о взаимном сотрудничестве между муниципалитетами и нами, поэтому это будет продолжаться, усовершенствоваться, какие-то взаимные ответственности будем брать мы на себя. Филиал будет свои обязательства иметь перед потребителем, а мы уже в своих рамках будем уже развивать свои отношения. Поэтому это тоже будем усовершенствовать. Вам еще раз большое спасибо за теплый прием. Мы готовы работать. Можем уехать прямо сейчас на любой участок, куда вы скажете, и работать. И остальные вопросы по ходу, да? Да, по ходу уже проблемные вопросы, я думаю, обсудим, обговорим, решим, найдем совместное коллегиальное решение. Ну, если наши специалисты хотят что-то сказать, там, буквально недолго, Магомед Загибович. Последние годы значит, развитие сельского хозяйства идет хорошими темпами, закладываются интенсивные сады, виноградники, закладка, значит, строительство тепличных комплексов и так далее. Но что касается по мелиорации, значит, вот капитальные вопросы, реконструкции таких проблемных участков. Эти вопросы нам нравятся. В этом году вот большие две проблемы решаются на Кировском канале и на Герехановском канале. Но что касается эксплуатации нашей оросительной системы, вот здесь, мне кажется, мелиорация, значит, отстает от развития закладки садов и виноградников в этом плане. А дело в том, что вот ОС, ну вы сами знаете, материально-технической базы нет, один единственный экскаватор,
транспортных средств нет и так далее. Большие проблемы. Абсолютно правильно подметили. Вообще состояние с наличием техники у нас критическое. Последние 3 года только мы начали приобретать технику. Но до этого Самир-Гургенчаевский филиал уже приобрел технику, взяли в аренду экскаватор, да, с последующим опытом. Единственный филиал, который смог себе это позволить. Поэтому это учитывая, мы сейчас уже со дня на день мы будем закупку завершать. Будем это иметь в виду. То прогрессивное, позитивное, которое наблюдается вот в стиле работы наших республиканских организаций. Значит, я не впервые вот Магомедовичем, другими вот этой системой встречаюсь, не впервые с министрами, я постоянно в контакте, все-таки 25 лет депутатом, нет министра, нет человека, которым я по каким проблемам не связывался. Я вам должен сказать, я без вас говорил позавчера, вот они свидетели, мы когда ездили на вот этот водовод, работали там люди не их разве? Их. Вот понимаете? Вот мы Юсуповым, Дегадичем, когда объехали, когда видели этот участок, да, нерабочий день, праздник, вы видели бы, да, эту жару, как они работали. Я говорю, что за организация? Вот это. Я всегда вами доволен, я вам должен сказать. Я и в другом месте тоже говорил, и Гамидову говорил. Вот даже Гериханский, я вот вам очень благодарен. Вы понимаете, я 10 лет... Помните, сколько мы собирались? Сколько собирались? Просили Минприроды включить. Наконец вы сказали, я решу. Вот вы решили, вам большое спасибо. Это непростая проблема. Там они каясь держались сколько угодно, никак не могли, воды нет, жалобы и так далее. Поэтому я хочу, вот и Нариман Шамсудин, Дмитрий, мы вам всегда признательны, благодарны все-таки. А что касается Закира Абдуллаевича, это он добросовестный, ответственный товарищ. Ну, бывает в характере. Все время да, ничего, мы с ним общий язык найдем. Мы найдем с ним общий язык. Обязательно, нет, это будет все нормально, с нашей стороны. Теперь второе, я очень хотел, вы представляете, все-таки мы довольны, когда воды нет, и поливной, и питьевой, ну ничего нельзя делать. Поэтому вот не всегда мы отдаем отчет. Вот даже, может быть, Закир Абдуллаевич тоже, но он понимает, ну без воды не оставляйте, любым путем. Вот ко мне, вы знаете, сколько, ну я-то не хозяйственник, я-то воду не даю, обращайся ко мне, питьевой нет, это нет. Но я вам должен сказать, все подразделения, района, глава, всегда я получаю здесь положительно. Стоит откуда-то звонит, все решается. Поэтому я хочу, и если нужно будет, и руководство республики я доложу, что очень мы довольны вами. Спасибо. То, что вот уже приезжаете сюда, вот спрашиваете, что, к чему, это большое дело, понимаете. Спасибо. Я надеюсь, вот сейчас в дальнейшем мы и Абдусамад Гамидовичем тоже договорились, недавно у него. Потихонечку все остальные республиканские тоже там здесь были, у нас есть претензии к некоторым, чтобы они эти вопросы снимали. Спасибо. Вот то, что вы сейчас делаете, да, это Каршах долины в воду дадите, вы представляете, вы людей превращаете из ада в рай. Это исторический момент. Нет, я же говорю. Поэтому мы отдаем этому значение. Это очень хорошо. Большое вам спасибо. Спасибо вам. Гюрюна это дестедин республикадин этигунрин архитектуратин вожикахадин река Минес Казибеков Ибрагим Хаджиевич Авай. Ада хакни вичин заместитель Залкипов в Россиядин президентин Патай. Кефер Патан Кавказдин федеральный округ дин Викилдин аппаратин контрольный департамент и начальник Сергей Никитин Галай. Гюрюнлай республикадин правительственная делегация в муниципальный район руководство Колахар Физвай Кировский канал дин Этигунар Физвай Чкадалфено. Ина Абрух Кировский канал дин Кведлахай Нубатин Колахар Тамамарзавай Шер Аодин генеральный директор Тельман Хасанов в Иколахрин проектор Хазурай проекторин Дагги проводход институтин инженер Таджир Абакаров Агаут Хавуна. Этигунрал Атай республика дин хукуматин Колухчияр Чкадал Колахар Физвай Халарих Калаз Танишхана. Тамамарнавай Колахрис в Абур Великти Физвай Халарал Разияз Амухна. Санлай Качурла районда Физвай Изурба Этигунрикай Залкип Курбанова в Телман Хасанова Чадихтин Жавабаргана. По Сулейман-Стальскому району, если говорить, мы в свое время в 2008 году, 2009 году проводили реконструкцию Кировского канала.
Кировской растительной системы. Это был первый этап, и нам удалось запроектировать, включиться в федеральную целевую программу развития мелиорации. Второй этап Кировской растительной системы, то, что мы сегодня видим, находясь на объекте, уже начаты строительно-монтажные работы. Проект сделали, прошли заключение экспертизы, получили, и в этом году мы начали строительно-монтажные работы. И срок строительства в следующем году мы этот объект должны завершить. Обеспеченность финансами хорошая, в смысле в программе заложены средства на полное строительство, на завершение этого объекта. И я думаю, никаких препятствий в реализации этого проекта у нас нет. А если говорить в общем целом, по проблемам Сулейман-Стальского района, конечно, они проблемные места имеются. Это единичные случаи, что оперативно стараемся снимать, проводя и противопаводковые мероприятия по объектам нашим, которые находятся на территории Сулейман-Стальского района, и по ремонту сооружений и очистке каналов. Все мы предложения наших представителей в районе учитываем, и пожелания руководства района, и пожелания сельхозтоваропроизводителей. У нас даже если взять, у нас был один такой больной участок по Герихановскому каналу, который никак не могли, там была угроза размыва канала, борта канала, русло реки менялось, и из-за этого была угроза. Но в этом году нам удалось и эти работы сделать, и подвинули русло реки, и мы сняли эти вопросы. И я думаю, в дальнейшем тоже будем по ходу снимать вопросы и работать. Если нам на сегодняшнем этапе нам удастся предотвратить выбитие орошаемых земель из сельхозоборота, это уже результат есть, это возможность есть у нас. А в дальнейшем мы наблюдаем такую тенденцию, увеличиваются посадки садов, других сельхозкультур, и, конечно, востребованность воды увеличивается, и нам приходится больше сталкиваться с проблемой, потому что если 3 года назад были маленькие площади, условно говоря, орошаемые площади были у нас 9250 гектаров в районе, но из них использовались, не использовались, там, условно говоря, ну, а так, если весь массив будет использоваться, конечно, нам придется прикладывать большие усилия, и мы готовимся каждый год к следующему сезону, поэтому в этом году тоже мы приехали изучить проблемы района, мы уже поняли, какие проблемы, и я надеюсь, мы совместно с руководством района все проблемные вопросы снимем. На сегодняшний день сколько воды потребляется в Новом? Если условно говорить о физических объемах, в пределах 30 миллионов кубометров воды, да, это достаточно приличный объем. Ну, к сожалению, техническое состояние наших систем, учитывая и фильтрацию, и испарение, ну, коэффициент полезного действия, конечно, низкий. Ну, мы стараемся решать проблемы, ну, без проблем доставлять воду сельхозтоваропроизводителям. Ну, подачу воды у нас здесь, вот реконструкция этого канала у нас снимает механизированную подачу воды, используя насосную станцию на Корчагскую долину. Там намерение есть, в пределах 2000 гектаров виноградников сажают, поэтому с вводом этого объекта в эксплуатацию, я думаю, дополнительные площади там появятся. Но какие они площади будут, мы будем уже знать после того, как мы подадим воду, и сельхозтоваропроизводитель созреет и уже посеет или посадит какую-то культуру. Мы находимся на объекте реконструкции Кировского канала. Значит, это в состав него входит подача воды Корчагской долины. Ну, в этом году мы его начали работать. Действительно, в этом году деньги тоже присмотрены там по контракту 4800. Это мелочи, можно сказать. Вот вы сами видите, здесь трудности, там взрывает. Вообще какая в длину? Вот длина 7,5 километров. Все, длина канала. Из них 300 облицовки, вот видели, сейчас будем стены делать, бетонный лоток. Вот. А остальное земляное. Здесь, конечно, земляных, вы сами посмотрите, каналы, там гравилистые грунты, другой, 10-й. Ну, надо, я хотел бы, чтобы этот канал весь был облицовки. Вода будет подаваться, значит, мы забираем, мы в свое время строили этого же канала 3 километра до Сардаркенской, да, чистых сооружений, дальше мы построили это. Водозабор из реки, да, и будет мутная вода обязательно. Значит, мутная вода, здесь скорость в бетонных каналах, скорость большая, это
будет носиться. Это контракт на 2 года. Я думаю, с вашей помощью вот руководителей, ну, очень трудности большие здесь. Вроде так посмотреть, да, это, думаете, легко? Нет. И еще один вопрос от Касымкенского телевидения. Вот приезд этих высоких гостей, уполномоченных высокими этими полномочиями, да, что вы от них ожидаете и какие вы ставите перед ним задачи? Ну, я думаю, конечно, объекты начаты, необходимая помощь, они должны, я думаю, они видят своими глазами, где надо нам помочь. Это объект, вторая очередь, реконструкция второй очереди Кировского канала. Это мечта наших дедов, проведение этого канала. Этот объект дает нам возможность, помимо орошения вот этих сел, Алкадарского поселения, Куркента, дает возможность оросить более 2500 гектаров условно неорошаемых багарных земель. Район у нас сельскохозяйственный, поэтому с этим проектом, многомасштабным, многоплановым проектом связаны и другие проблемы агропромышленного комплекса. Это развитие садоводства, виноградарства. Вода идет самотеком с головного сооружения. Этот проект связан с очистными сооружениями, связан с другим проектом, поэтому я говорил, что он многоплановый, многомасштабный. Вода идет самотеком в Корчагскую долину. Самая главная проблема обеспечения мелиорацией, мелиоративной системой, поливной водой жителей Корчагской долины. Сроки в этом году начала проекта, в следующем году, дай бог, это федеральный проект, будет завершен. Görüşün Nehir'de Respublika'nın hükümetin delegasyası Kirovский канал дал физвай Калахрал ve Yerişral Çpin Razivал Kalorna. Муниципальный райондан ил Нариман Шамсудинович Абдулмуталибова изурба проект Ümürdüt Küçürmüşüz Gızaf Kümek Hargayı ФГБО'дин директор Залкип Курбановаз ve Etигунрин министр Ибрагим Казибековаз para kadar Саграй Лахана. Thank you.